Имам Табарани передает по хорошей цепочке хадис, что Аббас бин Абдул-Муталиб, дядя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сочинил стихи о рождении пророка. И сказал ему: «О посланник Аллаха, позволь мне восхвалить тебя». Пророк ответил ему: «Говори, да освободит Аллах твои уста». И Аббас прочитал свои стихи. «До сотворения земли душа твоя облагодетельствована была в раю, и в святилище, где Адаму листья первые были сорваны». Затем снизошел ты в страну свою, и не был ты ни телом, ни мясом, ни сгустком крови, но был ты каплей, плававшей в ковчеге Ноя, когда могучие воды омывали божество Наср и топили поклонников его. От отца в утробу матери ты путешествовал все это время, и миры сменялись друг за другом, и тайно был с Аллаха другом в пламени. Мог ли он сгореть с тобою в своих чреслах? Похранимый от греха линии отцов и матерей, прибыл ты в Хандав в широком раздолье высокогорья. Когда ты родился, озарилась вся земля, и засиял горизонт твоим прекрасным светом. Через это сияние и свет по наставлению пути и мы проходим. Пророк сделал ему дуа: да осеребрит Аллах твои уста. Аббас постарел, и не выпал у него ни один зуб по причине этого дуа. Аббас первым прочитал стихи о рождении пророка, и пророк слышал это. Через это сияние и свет по наставлению пути и мы проходим. Ты сказал правду, о Аббас. Спустя 1400 лет после тебя и мы находимся в этом свете и сиянии. Узнали бы мы слова единобожия, кроме как от пророка. Узнали бы мы Коран, кроме как от пророка. Узнали бы мы милостивого Аллаха, кроме как от пророка. Да воздаст Аллах ему благом за нас, да соберет Аллах нас вместе с ним.